Глиняные горшки и тарелки существуют уже 1000 лет, а вот керамика с изюминкой – это уже искусство, считает Багаудин Сагов. Уже несколько лет выпускник художественного училища в Перми занят только тем, что прививает любовь к лепке детям. Как итог, бронзовые статуи ингушских джигитов, глиняные воины и разные животные украшают художественную мастерскую. Это уже взрослые дети, вот это, некоторые вот эти работы. А поменьше, вот попроще, это младшие дети. Приходят сейчас и взрослые, даже учителя, молодые учителя, которым по 25, по 26, по 27 лет. Они здесь занимаются, их я обучаю в начальных азах. Но это для них как хобби, их хобби. На первый взгляд кажется, что фигура выполнена из бронзы, но на самом деле это обычная глина, которая в умелых руках превращается в настоящее произведение искусства. Каждая вылепленная композиция уникальна, эксклюзивна и неповторима. Покрывается черной краской или коричневой краской, автомобильной краской, аэрозольные баллончики. Потом уже губкой берется бронза, и сверху проходится вот этот бронзовый налет такой. Выпуклости, углубления остаются черно-коричневые, а это называется сама техника имитацию под бронзу, под литье. Многие, когда на выставке пробуют трогать, я, конечно, не разрешаю, потому что это очень хрупкие вещи, это сырец, это не обожженная глина. И все думают, что это бронза. Откуда вы все такую столько бронзы берете? Где вы их отливаете? Я говорю, не отливаем, это лепка, это глина. Более 15 лет Багаудин Сагов занимается лепкой и живописью. Любовь к искусству, вспоминает мастер, зарождалась постепенно. Сначала родители записали в художественную школу, а позже уже сам понял, что не может жить без любимого дела и хочет обучать этому ремеслу других. Сейчас у Багаудина около 15 учеников. Все, что есть в этой мастерской, сделано их руками. Однако в этой студии нет ни одной его работы. О них мастер рассказывать не любит. Считает скромность главное украшение художника. Для меня удовлетворение, радость – это когда я даю знания, и я вижу результат своих уроков через детей. Когда мне не приходится в каждом уроке повторять элементарные вещи. Это. Когда ребенок один раз сказал, он убирает себя, ему больше повторять не надо. И когда я вижу то, что я ему показал, научил, я когда вижу результат от деятельности, от работы детей, вот там уже у меня эйфория. На лепку одной фигуры в зависимости от сложности работы в среднем уходит больше недели. Многое тут зависит от качества глины. Чем больше жирности в ней, тем меньше она трескается. Поэтому для своих работ Багаудин Сагов привозит глину из селения Галашки. Особая гордость художника – картины, нарисованные его учениками. Ими завешаны все стены в студии. Багаудин считает, что портрет – самый сложный жанр в искусстве, поэтому его подопечные относятся к своим будущим рисункам с особой ответственностью. Я буду рисовать цаплю. Она у меня будет разукрашена яркими цветами. Я буду использовать голубой цвет для моря. А для дерева буду использовать светло-коричневый цвет. А вот Самира Галаева сейчас трудится над очередной картиной. Она мастерски рисует птиц и бабочек. Правда, не все рисунки у нее получаются удачно. Художница мечтает нарисовать свои любимые цветы – Анютины глазки. Я его видел у бабушки в деревне. Их много там. Изысканная посуда, предметы интерьера или простая поделка – все это можно сделать своими руками из глины, накопанной на садовом участке. Главное помнить, материал этот настолько податлив, что сразу повторит все допущенные мастером ошибки. Поэтому здесь необходима твердость рук и опыт. Научить и передать умения считает своей главной задачей и Багаудин. И когда-нибудь, надеется, художник, его ученики своими работами прославят Ингушетию на весь мир. Жарадат Холухоева, Адам Далаков, Новости 24.